24 января Vybz Kartel пожертвовал $1 миллион ямайских долларов начальной школе Уотерфорд в Сент-Кэтрин. Артист учился там прежде, чем поступить в среднюю школу Калабар в Сент-Эндрю. Администрация уже готовится потратить деньги на важные программы и необходимое для школы техническое оборудование. Известно, что часть средств пойдет на развитие курса по исполнительскому искусству. Также в планах приобрести несколько компьютеров и провести большой праздник для детей. Кстати, это не единственное пожертвование, которое школа получила от семьи Палмер. В сентябре прошлого года сыновья Картеля Ликл Вайбс и Ликл Ладди подарили учебному заведению книги, канцелярские принадлежности и строительные материалы, необходимые для проведения ремонта. Смелюсь предположить, что $1 миллион, который Картель передал своей родной школе, был заработан артистом на концерте Freedom Street. Вот такие приколы бывают у нас в Тбилиси. Иногда внезапно отключают свет. Конечно же, всегда в самый подходящий момент. В общем, спустя 2 часа я продолжаю. Грандиозное шоу, прошедшее в новогоднюю ночь на национальном стадионе Кингстона, до сих пор активно обсуждают на острове. Оппозиционный сенатор Ламбрент Браун, например, недавно заявил, что концерт Картеля принес экономике Ямайки сумму от $1,5 до $2 миллиардов. По его словам, артист за одну ночь сделал для материального благополучия страны больше, чем правящая партия за минувшие 9 лет. Подписываться под этим мнением, не имея перед глазами точных цифр, не стану, но за Картеля предлагаю порадоваться. И сам заработал, и школе родной $1 миллион подарил, и экономику Ямайки нифигово качнул. Красавчик, иначе и не скажешь. Также, кстати, важный момент, который отдельно отметили многие ямайские СМИ. Freedom Street прошел без серьезных инцидентов. На стадионе никто не стрелял, никого, соответственно, не убили, да даже все машины на парковке остались в целости и сохранности. Впервые за многие годы проведения массовых мероприятий обошлось без краж и угонов. Jamaica, Jamaica!